güneşle geceye da süsen süveni süsen tüy bekirke üsken kızıma bir gün adını açıcılasa anacığımı kızlama. Süsen tümenin süsen süy dersligini ak öldürme ne bektepsin da bağlı curtun ögelik etip öldürme ne bektepsin da bağlı curtun ögelik etip öldürme ögelik etip öldürme. Эта песня принадлежит Байдемат Кичеруковой. Она автор текста и музыки. Байдемат – поэтесса, писатель, композитор. Женщина простая и удивительная, типичная для карачаевского народа и неповторимая, она неотделима от этого города, его улиц, воздуха, от природы родного края. Мы попросили Байдемат пройти по улице для съемки, планируя неторопливую лиричную прогулку поэтессы, чтобы подчеркнуть лишний раз ее романтичность. Но прогулка не получилась. Как видите, Байдемат идет совсем по-другому. Признаюсь, сначала мы хотели убрать эти кадры, но потом поняли, она и не может идти по-другому, притворяясь. Она давно забыла о камере, окунулась головой в свои мысли, дела, и пошла так, как ходит всегда, стремительно, торопясь, уверенно и свободно. Я смотрю на Байдемат и вспоминаю ее стихи. Еще так долго ждать рассвета, и до тебя мне не дойти, но сочиняет ночь сонеты, да месяц хочет в дом войти. Звенит по солнечному колос в мерцании лукавых звезд, и все нежней Кубани голос и шепот золотых берез. Напев родной и бесконечный в душе надолго сохраню, и, может быть, тебе при встрече его на память подарю. Огнем любви, любви нежданной, вдруг сердце вспыхнуло мое, и в сладких муках ожидания оно, как в юности, поет. И в сладких муках ожидания весенний лад, лелея чувств, иду пожарами закатов, люблю услышать смелых уст. Иду пожарами закатов в мечты малиновый рассвет, где равна боль и радость святы, делай счастье, где нет. Стихи Байдемат еще будут звучать, потому что без поэзии мир для нее становится немым, а жизнь замирает и тускнеет. Словно белые ромашки, белые снежинки, кружась, ложатся на землю. Для тебя букет хочу собрать, их прямо в полете срывая, но ромашки те с рук моих падают капелью. А весною скоро, очень скоро расцветут ромашками снежинки, и улыбнется нам земля, на праздник позовет в свадебной ромашковой фате. Вы знаете, я часто люблю смотреть на небо почему-то. А мне говорят, ты чаще на землю смотри, может быть, что-нибудь найдешь такое интересное. Но я почему-то люблю на небо смотреть. И вот, вы знаете, и каждая заря, она по-особому никогда не повторяется. Такое небо бывает, когда я смотрю вот в сторону Мариинского ущелья, всегда такой, вы знаете, малиновый рассвет настает. Я удивляюсь, я пью этот рассвет и говорю, какая я богатая, какая я счастливая, какой прекрасный рассвет. Пусть этот рассвет принесет счастье людям.
Река по небу потекла, малина бирюзовая, и словно в рыбках золотых она еще вся звездная. Но тут же, к огорчению, сверкая спинками, они уплыли по течению. Это звездочки мои уплыли. И звонче плещется заря, роняя свет восторженный. Вершинка горам в этот миг, напиться все не можем мы. Чуть свет поднялись птицы, встревоженные, крикливые, сварливою хмельною тучей летят над голой Нивой. Не в коллективное ли бегство готовятся с рассветом туда, где солнце светит жарче, туда, где царство лета? Не помашу я им рукою, не уделю внимания, пускай летят. Я с грустью нежной чириканью внимаю. В тот день, когда я написала это стихотворение, 10-й месяц, 90-й год, вы знаете, я полюбила воробьев. Вы знаете, холодно, а они у окошка чирик-чирик-чирик, и радостно как-то, вы понимаете? А такие царственные птицы покидают нас и улетают, где им, вот знаете, лучше, теплее. А воробьи, они, оказывается, преданные, самые преданные птицы. И я люблю, очень люблю воробьев всех. Не болғанды бала чықла бөгече сізге, бұлай құджурнек жырлайсыз барығыз бірге, тынча терча емізікле бермейін сізге, бір қарайын кесекчікні боллық сейірге. А они в детской палате, их там 30 детишек. Вы знаете, когда в 3 часа ночи они вместе плачут, это такая симфония, ой, запоминающая. И потом я 3 дня хожу под впечатлением этой музыки. Sonra, о, жырлағыз, жұлдыз шықла барығыз бірге, алғыш айта дирижерлық этейін сізге, күн тиеді қанат кере ана жүрекке, жүрітірме бұл мақамны дайым біргеме, рахатлықны баш жырлары, туар оттонда, күн да батсын, таң да атсын, қуанчым анда. Экимин киндік кескенме. Эльбрус с белым схож Эльбрусом. Сладко-сладко спит малыш, на губах улыбка. Не приснилась ли ему золотая рыбка? Погляди же, погляди, разве то не диво? Солнышко целует всех, как шалун игриво. Здравствуйте, девочки. Как спали, все нормально? Наша больная, вот, Хасанби Магомедович, поступила час назад, и гинеколог ее посмотрела и сказала, чтобы пригласила хирурга, жалобы на боли в правом боку. Боли. Да, Гучаева София. Температура какая у больной? 36,9. Ну, ложитесь, сейчас посмотрю. Байдемат по профессии акушерка, медицинская сестра. Раньше работала в роддоме, принимала малышей. А сейчас приходит на дежурство в другое отделение, туда, где необходим ее профессиональный опыт и знания. Давление нормально, измерили мне 110/80. Хорошо, дальше ложитесь. Скажите, когда вы заболели? Вчера. Поступила текст. Тошнот. Я могу сказать о ней только хорошее. В каком отношении? По отношению к больным она очень чутка, внимательна. Чужую боль принимает как свою, собственную. И во время даже вот ночных дежурств, тяжелых дежурств, во время передышки, когда у нас свободное время, 1 минуту она не может вот так вот потерять, так просто попусту. Она может сочинять стихи, вовлекать в этот процесс даже дежурного врача. Вот мне дежурила я с нею недавно, буквально в 3 часа ночи мы изучали завещание, стихотворение, и я даже удивилась, что у меня такая память сохранилась, и проверила она меня буквально, и прошло как студентка, я так получилось у нас. Я работаю старшей акушеркой, работаю с Байдемат много лет, и Байдемат мне очень нравится за то, что она такая доброжелательная, очень пунктуальная, она так внимательная, и все относятся к ней с уважением. Байдемат работала у нас в палате новорожденных медсестрой, и она так любит детей,
что она не может без них. Можно в полном смысле слова можно сказать. Она когда дежурит, она ни одну минуту не теряет попусту. Она все время занята. Если то детей смотрит, если минутка свободная есть, она сидит, пишет стихи. Потом заходит в детскую, начинает им читать стихи, петь им. Один раз мы ночью с ней дежурили, говорит: девочки, я написала песню, послушайте. И пришла, начала нам петь эту песню. Потом она и слова этой песни мне подарила. Байдемат – медик. Она знает, какой хрупкой бывает граница между жизнью и смертью, и как бесценна и неповторима человеческая жизнь. Спасибо. Вы, наверное, все читаете? Спасибо, ребята. Вы все читаете, что вот медицина, какие успехи у медицины, хирургия в частности. Вы знаете, кому-то почки пересадку делают, кому-то сердце. Даже у нас уже в Советском Союзе эти операции проводят. Вы знаете, а я против таких операций. Хотя некоторые считают, что это благородно, что это гуманно. Но я считаю, это самое высшее антигуманно. Почему? Потому что если человек умер, почему его сердце должны кому-то пересадить? Вы понимаете? И когда я посмотрела по телевидению, показали реципиента, это значит, кто получил, донора, кто получил сердце чужое. И вот он интервью давал. Вы знаете, мне плохо стало. А вдруг кому-то завтра понравятся мои глаза голубые. И решат, миллионер какой-то, мне глаза Байдемат. Ребята что-нибудь придумайте. Ребята придумают, и глаза Байдемат будут у его жены или у него. К слову я говорю. Вы понимаете, людей начнут на запчасти разбирать. И я написала стихотворение. Кому-то почки донорские, счастливцу даже сердце. Пересадили мастерски, с восторгом пишут в прессе. Успеху радуюсь вдвойне, но жуть берет отчасти. А вдруг врач завтра и во мне увидит те запчасти? Я, знаете, в детском саду работаю. Я давно знаю эту женщину, Байдемат Сейтмазановну. Она женщина-огонь. Она очень любит детей. Я очень счастлива, что моя дочка участвует в ансамбле и поет. Вы знаете, мы их приглашали к нам, все детский сад. Они выступали, пели. Они поют на всех языках Карачаево-Черкесии. У нее такой энтузиазм. Вот все, что она умеет делать, передается ее детям. Я очень счастлива, что моя дочь попала в такие руки. Я очень хочу, чтобы она приняла у нее все приятное, все нежное, все любящее и передала точно так же, как она воспринимает у нее дальше. Спасибо ей большое. Я очень счастлива. Также был такой один случай. Приходит она домой и говорит: мама, мы уходим. Я говорю: куда вы собрались? Вот Байдемат Сейтмазановна собралась с нами идти на экскурсию. Ну, я ничего не сказала. Я говорю: вам, может, тормозочек собрать или что-нибудь? Мама: нет, нас ждут. Она побежала. Потом приходит она, наверное, через часа 2. Это было зимой. Представляете? Я даже удивилась. Она говорит: мама, она повела нас в такое место, говорит, зимой цвело дерево. Представляете, такое дерево цвело. Она увидела сама ее, приехала в город, собрала своих детей, этих бапаханчиков, повела туда на такое место и показала им. Зимой, представляете, цветет дерево. Мне стало интересно. Я тоже решила с ними тоже. Она говорит: мама, когда будем ехать, я покажу тебе, говорит, где цветет это дерево. Они сочиняли стихи в этот момент. Видно, они посетили себя поэзией. Они чувствовали это все, видели своими глазами, как это там, как цветет дерево, зимой. Это же вообще странно. И я решила на следующий день прийти в садик и своим детям рассказать. Бапахала – одуванчики. Это они. Для Байдемат символ тепла и солнца, и значительная часть ее жизни, которую она не отдаст ни за что и никому. Детский вокальный ансамбль Бапахала первый в Карачаевске. Уже несколько лет работает как высокопрофессиональный, вполне серьезный музыкальный коллектив. Байдемат – художественный руководитель. Большинство песен – ее. Фатимат Токова – преподаватель, музыкальный руководитель, композитор. Ребята поют милые детские песенки на родном языке, и языках народов Карачаево-Черкесии. Уникальность ансамбля в том,
что здесь все рождено у себя дома, в Карачаевске. И слова, и музыка, и талант. Вы чуть-чуть ближе друг к другу сядьте. Ближе. Так, чуть девочки, чуть пониже, вот так. Все, все, хорошо. Вот такие губы. Слышите, да, товарищи? Сейчас это Гинджичигин споем. Все, одну песню, значит, запись одной песни. Дети, послушайте. Гинджичигин. Девочка поет о своей куколке. Шьет ей платьишко, учит ходить куклу и любуется ею. Потом она усыпляет свою куколку, ложит колыбельку и качает. И говорит, пока куколка спит, сошью-ка ей платьице. Потом, когда куколка проснется, оденет это платье, померит, посмотрит в зеркальце и не скажет ли спасибо. Вот. Будет петь Тамара Узденова, а мы все будем ей помогать. Хорошо? Ну-ка, давайте дружно споем песенку про куколку. Дим-дим. Разговорчики, слушайте за работой. Пожалуйста. Когда мы услышали, что она пишет стихи для детей, тогда мы уже начали искать дружбу с ней. И вот наша встреча в Кумышской средней школе, когда мы проходили практику, состоялась наконец-то. И мы не знали и не знаем, и нет у нас таких песен детских на карачаевском языке, на карачаевском. А она написала сборник. И самое-самое для нас главное, это для нас счастье просто, что она написала такой сборник. Мы ее ждем, этот сборник, с нетерпением, с большим. Хоть бы этот сборник вышел и сдался, пока мы не поступили на работу в школу. Вот скоро мы закончим институт, остались месяцы считанные, и нам так хотелось бы иметь этот сборник при себе. И, я не представляю, как я пойду к детям и буду преподавать музыку. Языки я смогу, постараемся мы все. А вот музыку на карачаевском, на русском есть много песен, а на карачаевском я ни одной не знаю. Меня подкупает поэзия Байдымат искренностью. Ее невозможно не любить, не уважать. И я вот, например, как преподаватель детской литературы на ИСТФАКе начала. Просто
очень люблю детских своих писателей, вот наших области, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края. И, конечно, когда она вот так идет просто к нам на встречи в институт, на разные факультеты, она не спрашивает, много народу, мало соберется. Нравится вот эта простота ее, нравится простота при ее таланте, при ее вот... Она чернорабочая, понимаете, как она много работает и в своем роддоме, гинекологии, и также вот с детишками, и своим одуванчиком, апахалла. Прекрасно держится, как человек она прекрасна. Просто приходится завидовать. Вот ее трудолюбие. Но в музыку, я хочу вам признаться, я каждый день влюбляюсь заново, как будто впервые в жизни. И себя как не могу представить счастливой без сотрудничества, без творческой дружбы композитора. Многих песен, она автор многих песен. Ее личный сборник прошел обсуждение и ждет своей участи в издании в Карачаево-Черкесском издательстве. Директор музыкальной школы Фатимат Токова. Она концертмейстер нашего ансамбля «Бапахалла». И еще, я не мыслю себя счастливой без дружбы человеческой, творческой, профессиональной с профессиональной певицей Марьям Джанибековой. Я ее очень люблю. Я не мыслю себя без своих маленьких одуванчиков. Я их очень люблю, буду до старости любить. Это благодаря им я молодая. Сердечно хочу присоединиться ко всему тому, что сказано. Больше, конечно, нам бы таких поэтов, которые всей душой отдаются своему делу. И как о человеке, который пишет стихи для музыки. Есть ли в этом какая-то особенность? Вот вы когда пишете музыку на стихи Байдемат, ведь я понимаю, что далеко не каждые стихи ложатся на музыку и вызывают что-то, какой-то отклик в душе композитора. Вот давайте попытаемся найти вот эту вот особенность ее творчества, которая это позволяет делать. Ну, Байдемат стихи больше всего песенный текст. А я как мелодист, мне очень нравится песенный текст. Я же на стихотворение никак не напишу, потому что это только стихотворением может прозвучать. А Байдемат... Наверное, должна быть своя какая-то внутренняя мелодия, да? А у Байдемат стихи поются, понимаете? Я их читаю, они поются.
у меня сразу возникает мелодия. Ну, в нескольких вариантах. Я сразу сажусь и начинаю играть. Тыныш болып сіз ятыңыз батырлер, рахатлықты еш беруде бұзбай-ақ. Неше ана қабырлада илаған, өмірлерге сізге соқпақ тозбай-ақ. Неше ана қабырлада илаған, өмірлерге сізге соқпақ тозбай-ақ. Оғыр сөзсіз қаба деген ендіде, дүнияға шапшығанын қоймайды. Күн өткесек төгесіне қауады, күн ертленіп қоңыл бұзып тоймайды. Оған ері батырлені атлары, естелегдер көз алдымнан таймай-ақ. Тыныш болып сіз ятыңыз батырлер, рахатлықты ешбіреуде бұзбай-ақ. Тыныш болып сіз ятыңыз батырлер, рахатлықты ешбіреуде бұзбай-ақ. В людях я ценю благородство и благодарность. От неблагодарных людей, делая ему добро, вы знаете, всего можно ожидать. Прежде всего, чтобы в человеке была благодарность, чувство благодарности. Как вы понимаете дружбу, есть ли у вас друзья? Я говорила уже на эту тему. А понятие дружбы для меня понятие растяжимое. Но если как-то привести ее формулу, то дружба это союз, нерушимый союз единомышленников, только с примечанием, и не только единомышленников. Если у меня друзья, о да, разве вы не мои друзья сегодня? Мои. Я очень рада, что вы мои друзья. Ваша заветная мечта. Моя заветная мечта предупредительны. А если еще ближе, то я мечтаю о счастье своего сына, своей дочери. Я мечтаю о межгалактических полетах, честное слово. И у меня даже есть посадочная площадка, я живу в конце города. И, наверное, скоро у меня будет дружба с инопланетянами состояться. Прилетят когда-нибудь они, я считаю, ко мне, ибо я их жду. Не смотрите сюда, проходите, как вы обычно идете. Это вы меня снимаете? Конечно. Да я не фотогеничный. Хозяина ж надо тоже снять. Не, зачем? Куда они все убежали, а? Это он, кажется, честно отвечает. Можно я их тоже? Я хочу
хочу вас угостить необыкновенным вареньем. Вы, наверное, никогда не едали такое варенье. А попробуйте отгадать, что за варенье? Так, а что? А где растет? На деревьях растет. Только хотела сказать, из лепестков розы. Лимон? Нет. Мандарин. Мандарин. Кизил нет, да? А что зимой на деревьях может расти? Это варенье сделано летом, весной. Да, весной тем более. А что весной может расти? Значит, тюльпанов. Все, короче, вы не отгадали. Девочки, попробуйте вкус фирменного блюда, которое называется варенье из сосновых шишек. Оно омолаживает. Рецепт. Поэтому сразу рецепт. Рецепт я потом скажу, пока секрет. Потому что платные, я даю рецепты платные. В будущем, возможно, мы их сможем с вами. Попробуйте, пожалуйста, на вкус. Главное, омолаживает. Ну мы ничего, что с одной ложечкой уже. А посмотри, какая красавица. Ну, я тоже хочу не отстать в молодости от вас. Самая маленькая шишечка мне досталась. Можно я скушаю? Необыкновенный вкус такой. Вам понравился? Первый раз ем. Прекрасно. Первый раз? А вы слышали когда-нибудь о таком варенье? 5 лет уже моим горожанам, многим я уже, знаете, дала такие рецепты, и многие делают его и употребляют. А хотите, мы с ним в шахматы сыграем? Потом. Мы сыграем, хорошо. Байдемат, а можно спросить? Спросите, пожалуйста. А вот когда время остается для стихов? Для стихов, вы знаете, я время это ворую у всех, понемножку и у себя. У супруга ворую, у детей, у своих родственников, которых надо часто навещать. Я считаю, что люди, родственники должны друг друга себя часто навещать, а я их не навещаю часто, очень часто. Но навещаю, конечно. И у себя надо бы поспать, а я пишу. Надо бы туалетом заняться, я пишу. А вот интересно, наверное, у каждого поэта стихи, они по-своему приходят. А к вам как они приходят? Знаете, мои стихи, они состоят из прошедшего, настоящего и будущего. Вот это все мои стихи. Мечта, мечты. Я слушала ваши стихи на карачаевском языке. Я не понимала, о чем они. Но я улавливала, знаете, вот удивительную мелодию в ваших стихах. И она, вы знаете, она была народная, карачаевская, никакой другой. Хотя вы не пели, вы читали стихи. Это, так сказать, была не музыка, а поэзия. Я хотела у вас спросить, вы когда пишете на русском, на карачаевском, для вас имеет значение язык? Или это у вас просто звучит одна мелодия внутренняя и все? Имеет значение. Вы знаете, я раньше подозревала, что когда я пишу стихи на карачаевском языке, то мысли, обычно я мыслилась эти стихи на русском языке. А сейчас я понемножечку начинаю овладевать свой язык, я начинаю думать по-карачаевски. А раньше я думала по-русски. Понимаете? Да, это существенно. А на каком языке пишу я, вы знаете, как получится, на каком языке получается взрыв в душе поэтический, на том и пишу. Но вот если вы со мной согласились, что в ваших стихах слышится мелодия, это вот я, человек, который со стороны слушал ваши стихи, какие у вас взаимоотношения с музыкой у вас? С музыкой? Да. Музыка для меня это все. Музыка это и есть жизнь. Начинается музыка в роддоме с первого крика ребенка. Знаете, когда ребенок рождается и кричит «Уа!», это победный крик. Я считаю, что это «Я родился!» кричит ребенок радостный «Я родился!». Вы знаете, это и есть музыка жизни. Понимаете? И для меня нет ничего дороже на свете музыки, любой. И я ее не разделяю, музыку, на национальности. Допустим, музыка русская, музыка карачаевская, музыка цыганская, музыка японская, американская. Для меня есть музыка, музыка жизни. Красивая или же такая, в общем, музыка. Может быть, я сяду вместе с ней тогда? Нет, да? Ну а что мне делать? Ну хорошо, я могу так постоять. Сюда смотреть, да, пожалуйста? Да. Ну вот мы с вами говорили, вы мне сказали, что нот вы не знаете, музыкальную грамоту вы не знаете.
А тогда как же вы пишете музыку? О, мне кажется, что каждый человек на свете – это композитор и поэт. Важно только, чтобы определенная ситуация, определенные условия, и каждый человек будет выдавать свои песни. Понимаете? Потому что прежде всего, я считаю, композитор или автор песен не тот, кто знает нотную грамоту или же музыкант. Музыку может сочинять любой человек. Понимаете? Просто скрытые такие возможности у каждого. Я смогла эти свои скрытые возможности как-то раскрыть. Но мне помогали мои коллеги по работе, по творческой работе. Это, понимаете, одуванчики мои, это значит, вы знаете, кто такой, это такие одуванчики, да? Музыканты, с кем я дружу. Вообще-то я очень люблю всех музыкантов за их, знаете, умение извлекать из этих всяких клавишей мелодию. А мелодию, которая душу твою устремляет к звездам, понимаете? Или же делает ее такой необъятной, что, мне кажется, мало земли. Она вот, душа твоя, сердце растягивается до размеров Вселенной. Все объемлет. Музыка вот такие ощущения дарит человеку. Мне кажется, кто любит музыку, он легче переносит все болезни, быстрее выздоравливает. А еще песни и музыка, вот знаете, фольклор, мне кажется, помогает горе пережить. Я знаю, что мой народ пережил, ну как это называется, репрессия, да? Да. Репрессия. Незаслуженно был выселен в Азию, да? И вот там наши песни народные помогли нашему народу выжить. Даже в трудные минуты наши женщины пели. Пели песни плач, песни страдания, песни о родине, о любви. А мечта эта была возвратиться на родину. И вот мне кажется, что именно песня помогла выжить моему народу в трудные минуты. Честное слово. Байдамат, вы очень любите свой народ, свою землю, свою родину. Тогда скажите, пожалуйста, зачем вам нужно устремляться в космос? Зачем вам ожидание инопланетян? Зачем вам этот грядущий полет, которого вы ждете? Надеюсь, что вполне серьезно. Вы знаете, это вполне серьезно, я не шучу и не играю, понимаете? Дело в том, что я считаю, что инопланетяне, они выше интеллектом землян, намного выше. И нам будет чему научиться у инопланетян. Это, вы знаете, совершенные взаимоотношения людей. Понимаете? Обычно люди, я вот вижу в городе, да и вообще в жизни, по всей земле, по стране, по земле, да, как люди относятся друг к другу. Одна ненависть, не любовь. Понимаете? А мне кажется, инопланетянам чужды такие отношения. Понимаете? Они, кажется, мне дружны. Я хочу, чтобы все люди любили друг друга, понимаете, как сестер, братьев, вот по-настоящему. Вы верите в добро во Вселенной? Да. Как на ладони. Вы давно знаете это место? Да, как приехали на Кавказ, это было в 1978 году. Я живу у подножья этой горы и часто с семьей поднимаемся на это место отпраздновать какие-нибудь знаменательные даты. Семейные и вообще общепризнанные праздники наши. Здесь, наверное, очень легко дышится, хорошо думается, правда? И ощущения в душе только приятные. А вот скажите, пожалуйста, вы мне рассказывали, что, ну так, может быть, в мечтах, вот если бы действительно у вас была возможность полететь куда-то в космос, далеко отсюда, вы, правда, какую бы команду вы набрали, из каких людей? Прежде всего, из преданных. Ну вот сейчас все говорят, что в мире столько всяких
событий, ну если не трагических, и трагических тоже, и острых, и политических, и войны, и борьба, и самые различные схватки, и общечеловеческие, и какие-то локальные конфликты. А у вас поэзия, Байдемат, вы пишете о природе, о любви, у вас такая глубокая лирика. Скажите, пожалуйста, это почему? Это потому, что ваш внутренний мир такой, или потому, что вас не волнует окружающее? Вы знаете, прежде всего меня волнует окружающее. Я глубоко переживаю события в нашей стране, события такие, знаете, которые мы каждый день слушаем по радио, видим по телевидению, где умирают люди безвинные, понимаете, не воинствующие люди, дети умирают. За что? Когда убивают по национальной принадлежности. Я это переживаю, понимаете? Правда? Да, я считаю, если бы писали больше стихи о любви к природе, о любви к ближнему, о любви к детям, вы знаете, люди бы как-то отвлекались бы. Если были бы такие песни, знаете, которые дарят отдохновение души, или же, как говорится, гимнастика души, понимаете, отдых. А у нас зачастую песни звучат гимнастика для ног. И только и видишь, как люди в движении, в таком, знаете, активное движение, танцы. Но чтобы душа отдыхала, таких песен очень мало. Ну и еще, вы пишете, вы много работаете, у вас много и песен, и стихов. Скажите, где-нибудь печатают ваши произведения? Да, печатают. Просто я не сдаюсь, когда мне красный свет дают, я все равно, знаете, рискуя потерять, я не знаю, даже жизнь, можно сказать. Я иду напролом, стучусь и говорю: пришла Байдемат, откройте, тук-тук-тук. Ну, один раз выпроводят, второй раз выпроводят. Ну, а третий раз посмотрят, может быть, что-то нужное, съедобное, литературное произведение, находят что-то съедобное, печатают. Печатают меня, значит, в Дагестане, в Киргизии, моей родине. То есть, я, может быть, неправильно выразилась, в стране, где я родилась и выросла, в стране, где прошло мое детство и самые счастливые годы моей жизни. Я благодарна этой стране. Я уже говорила об этом вчера, да? Вот. Печатались в Казахстане, в Москве, в Ставрополе, в Кабардино-Балкарии. Вот. Книги мои, подстрочники, приняты. Современник издательства должно вот выйти, я не знаю, когда оно выйдет, называется «Голубоглазая», лирический сборник стихов. И в Дедгизе «Бусинки». Ну что ж, космоса Байдемат, возможно, они ее услышат. Язык поэтической мелодии не требует перевода, а может быть, более сильными окажутся импульсы ее беспокойной, доброй, бесконечно любящей и талантливой души. Я дочь, сестра, жена и мать, и сердце к музыке не глухо, профессия своей горда, который год я повитуха. Не избалована судьбой, но глаз пред ней не опускала. Вкусила я сполна любовь, и горечь я сполна познала. А в час, когда душой остыв, на мир взглянула зимним взглядом, явилась предо мной не тыль, поэзия, цветущим садом. И протянула руку мне, приветом дружеским согрела, и сердце вновь в былом огне, и вновь душа помолодела, жар птицы сердце взмыло ввысь, и пролилось дождем весенним. Мне, к счастью, век не вознестись, когда б не муки вдохновения.